собрали для участия в пресс-конференции, я пригласила общественных деятелей, которые уже стали на пути защиты прав людей. Это взрослые люди, которые вполне самостоятельно могут нести ответственность за свои слова и поступки. Я лишь инициировала эту встречу. Насколько они честны и правы, судить вам. Лишь по делам и в делах можно разобраться в людях. Человек, который сам не соблюдает моральные правила и закон, не сможет построить честное моральное общество. И сейчас я даю слово представителю общественной организации Крыма Авдеев. Пожалуйста, представьте. Здравствуйте. Меня зовут Ренат Чемодан. Я являюсь пресс-секретарем общественной организации Авдеев. Я хочу рассказать о тех нарушениях прав человека, которые на данный момент происходят в Крыму. Основная и главная проблема Крыма на сегодняшний день – это отсутствие земли для строительства жилья. Причем эта проблема касается как крымских татар, так и славянского населения. Опять же, проблема эта искусственно созданная. Земля в Крыму есть, земли в Крыму много. Но власти Крыма заинтересованы в том, чтобы в Крыму была дестабилизация политической обстановки, чтобы в Крыму сохранялась социальная напряженность, чтобы в Крыму раздувалась межнациональная рознь. И механизмы достижения этого очень просты. Когда приходит с заявлением на землю крымский татарин, в местном совете ему говорят: извини, вся земля роздана тем, кто жил здесь до тебя, то есть славянскому населению. Для тебя земли нет. Крымский татарин уходит ни с чем. Когда в тот же самый сельский совет приходит славянин, ему говорят: извини, всю землю захватили крымские татары, для тебя земли нет. И опять же славянин уходит ни с чем. В итоге получается, что власти искусственно раздувают вражду между крымско-татарским и славянским населением. Для чего это делается? Цель только одна – предвыборная игра. Для того, чтобы победить на выборах, есть два пути. Либо заниматься экономикой, строить дороги, строить дома, больницы, школы, развивать какие-то социальные программы. Это первый путь, который крымские власти идти не хотят. Есть второй путь, гораздо более легкий. Найти врага, ткнуть в этого врага пальцем и схватить вокруг себя людей, якобы для борьбы с этим врагом. И вот в качестве таких врагов для славян они показывают пальцем на крымских татар, потому что они захватили всю землю и не дают жить славянам. Для татар показывают пальцем на славян, которые якобы захватили их дома в 1944 году и которые забрали всю землю. Но и крымские татары, и славяне прекрасно понимают эту игру. Прекрасно знают, что внутри народа, между нациями, никакой розни нет. Славяне и татары живут бок о бок, ходят друг к другу в гости, ходят друг к другу на свадьбы. Рядом стоит церковь и рядом стоит мечеть. Никаких конфликтов в среде народа нет. Вся политика, вся рознь, весь национальный конфликт лежит только на ветвях власти. И это еще раз подчеркивает действия нынешнего премьера Джарты. В марте месяце, когда он пришел к власти, им открыто и публично было заявлено, что земельная проблема будет им решена. Народ воспрянул духом, что воспрянули и татары, и славяне, потому что он не делал разницы между людьми. Буквально в мае месяце он коренным образом меняет свои заявления. Открыто, опять же, публично оглашается, что ни один захват не будет узаконен, что для крымских татар не будет никакой особой политики, то есть они не будут считаться ни депортированными, ни репатриированными. Он заявляет о том, что это все сделано только ради того, чтобы соблюдалось равенство, что граждане Украины все равны, каждому положено одинаково. Но возникает вопрос. На данный момент почти 20 тысяч семей, из которых примерно 30% составляет славянское население, просят у государства всего-навсего по 6 соток земли. То есть то, что положено по Конституции. Ни о каких особых правах, ни о каких-то дополнительных льготах речи не идет. Люди просят землю для строительства жилья. Так, что положено им по Конституции нашего государства. Но даже эту мелочь давать не хотят. Краткая справка. Вот эти 20 тысяч семей просят в общей сложности 2500 гектаров земли. По территории это составляет от площади Крыма 0,96%. И вот из-за такого мизера в Крыму уже более 10 лет идет война практически, идет социальный конфликт. Много это или мало? 0,96%. Судите сами.